ettikmeni teşekkürler. Avatarlarım, kollegalarım, doktorum, İsmail'in başka bir yemeğin biriktiyorum. Olur tuttan aslında turan telefon var mı? Onda memleket eder. Уважаемые старшие товарищи, с которыми я много лет работал, коллеги, друзья. Недавно я встречался с журналистом из Татарстана, Рустамом Латыповым, который сейчас гостит, и он в беседе меня спрашивает. Я удивлен тем, что народ Саха имеет очень крепкий дух. Откуда это? На что я ему ответил? Народу Саха посчастливилось иметь ярких, заботящих о своих сородичах лидеров. И сегодня, наверное, тот дух, который люди, приезжают, отмечают, наверное, выписыван именно нашими лидерами. Михаила Ефимовича я поставлю в ряд с нашим прародителем народа Лейбатуром. Мы его всегда вспоминаем и говорим, что это наш прародитель, и гордимся этим. Михаила Ефимовича мы можем поставить рядом с Тегин Тарханом, который зародил ростки государственности народа Саха. Конечно же, он рядом стоит и с Максимом Кировичем Амосовым, который в молодые годы проявил мужественность со своими товарищами и создал автономию. Я думаю, что Гавриил Иосифович Черяев, который крепко держал коммунистическую идеологию в советский период, гордился бы таким учеником. Ну и, конечно же, сегодня мы с вами здесь, в Николаевом центре, общаясь, наверное, укрепляем свой дух с тем, чтобы дальше идти по жизни, делать свои дела в тех отраслях народного хозяйства, где мы работаем, в тех направлениях, где мы живем и творим. Михаил Ефимович создавал духовную академию. Сейчас, может быть, имея время больше свободное, я встречаюсь с людьми, и люди спрашивают, где сегодня духовная академия, где лидер духовной академии. Да, мы общаемся, да, мы работаем. Только вчера мы провели квиз-игру, посвященную нашему драматургу Василию Егоровичу Харыскалу среди студентов Северо-Восточного университета. Я удивился их знанием о творчестве Харыскала. Я удивился, что они ходят в наш Сахатеатр, смотрят те спектакли, которые поставлены по произведениям Василия Егоровича. Было приятно с ними общаться. И все-таки, наверное, Кирилл Ильич нужно будет на уровне правительства, Министерства культуры обсудить, насколько сегодня мы можем этот уровень обновить. Люди просят, чтобы с ними общались. Люди желают, чтобы ведущие духовные лидеры были вместе с ними. Сегодня я общался с Андреем Исаевичем Борисовым, и вот он сейчас работает над оперой Нурмунбатова «Стремительный», с тем, чтобы поставить это на сценах Мариинского театра, на сценах Московских театров. Я думаю, что вот эти моменты, они сегодня должны быть краевыми. Да, экономика, да, недры, да, какие-то политические решения волевые, которые Михаил Ефимович в свое время принимал в столь сложные годы, вы об этом подчеркивали, они должны быть. И в свое время, когда становление руководителя, Михаил Ефимович мне задал вопрос, ну вот что ты будешь в Манасе делать? Я ему говорю, да, тут надо школу строить, да, здесь детский сад, здесь дорогу, здесь газ. Он говорит, подожди, ты что ли завхоз? Да? Интересный такой вопрос. Я говорю, ну это народ требует. Да это каждый день должен делать.
Это твоя обязанность делать. Но твоя миссия в чем? Дух, сознание, интеллект народа. Поэтому я предлагаю сегодня над этим подумать, Кирилл Ильич. Все-таки без этого нам никак. Каждый руководитель, наверное, об этом этим должен руководствоваться. Поздравляю Кирилла Ефимовича с юбилеем. Желаю вам долгих лет жизни. Хочу заверить, что, как он говорит, не телевид есть я. Да? Хочу заверить, что здесь, на своей родной Хангаласской земле, буду всегда общаться с людьми, будем всегда продвигать все передовые идеи. И Матвей Васильевич очень хорошо так подметил, да, с возрастом взгляд уходит на задний план. Поэтому нужно будет нам всегда вперед выходить на новые орбиты, как-то вот нам, выходить на новые орбиты, то, что требует от нас Михаил Ефимович. Еще раз с юбилеем нашего первого президента. Всем вам здоровья, счастья и удачи.